Здравствуйте! Это последний осенний выпуск программы «Энергия» в уходящем году. Один сатирик говорил: мы так привыкли делать то, что никому не нужно, что когда это на самом деле понадобилось, оно все равно не работало. Очевидно, это не про героев наших первых двух сюжетов. Во-первых, их труд очень даже востребован. Во-вторых, то, что они делают, а вернее ремонтируют, все-таки работает. 2,5 года назад, к тому времени уже хорошо зарекомендовавший себя коллектив электроцеха вошел в состав вновь организованного открытого акционерного общества «Нерингри-Энергоремонт». И сегодня здесь трудятся грамотные специалисты по ремонту электродвигателей, пусковой аппаратуры, по ремонту и наладке оборудования распредустройств. Так что студентам, которые приходят на участок для прохождения практики, есть у кого учиться. За ними следят грамотные наставники – электрослесари, электромонтеры 6, 5 и 4 разрядов. Сергей Казантаев, он трудится в цехе более 10 лет, Виктор Мартыненко, Максат Колбаев, Игорь Мирошниченко, Андрей Спехов, Дмитрий Сущанский. В настоящее время 3 молодых специалиста, обучавшихся своему ремеслу на этом участке, продолжают здесь работать. Цех занимается ремонтом электрооборудования на Нерюнгринской ГРЭС и также монтажом этого оборудования по всей территории Якутской ГРЭС и Амурской области. Монтируем оборудование, устраняем аварии. Цех является сплавом опыта и молодых специалистов, которые друг друга очень хорошо дополняют. В данном случае делаем, например, большие объемы работ по Алданской котельной, чтобы обеспечить теплом население города Алдана. Хорошо зарекомендовали себя квалифицированные электрослесари по электромонтажу силовых сетей и электрооборудования. Андрей Сашин имеет немало положительных отзывов заказчиков о своей работе. За 5 лет он ремонтировал трансформаторы на Чурманской ТЭЦ, РМЗ, а также в Якутске, Мирном и Алдане. Альфина Никандрова имеет трудовой стаж свыше 20 лет. Выполняла работы на Нерингринской станции, Якутской ГРЭС и ТЭЦ, Вилюйской ГЭС, Центральной котельной в Алдане и других объектах. С 1996 года работает на предприятии Сергей Азаров. Помимо ремонта и монтажа оборудования на Бурейской ГЭС, Чернышевской ГЭС-1 и ГЭС-2, Вилюйской ГЭС, Сергей Дмитриевич 2 года назад в Алдане произвел монтаж по включению силового высоковольтного кабеля 6 киловольт сшитого полиэтилена. Для Якутии это было в первый раз. Плодотворным стал уходящий год для цеха специализированного оборудования тепловой автоматики и средств измерений. Сотрудники подразделения выполнили большой объем работ по ремонту оборудования 1 и 2 энергоблоков, а также сетевой установки и электрофильтров. На первом блоке установили новое оборудование «Виконт» – контроль вибраций механических величин турбогенератора, и «Тикон» – температурный контроль котла и генератора. Некоторые специалисты занимались наладкой оборудования АМАКС на Якутской ТЭЦ и реконструкцией центральных тепловых пунктов. Мы в основном занимаемся ремонтом, обслуживанием, монтажом и наладкой оборудования тепловой автоматики измерений как на Нерюнгринской ГРЭС, так вот на Якутской. Выездные командировки у нас были и в городе Алдане на ремонте котельной. Далее мы занимаемся охранно-пожарной сигнализацией, как устанавливаем ее в офисном варианте, как и по гаражам. Ну вот основная наша деятельность такая. Среди хорошо зарекомендовавших себя работников можно отметить инженеров-электроников Сергея Цветкова и Евгения Кузнецова, электрослесарей Дмитрия Коника, Виталия Гущинского и Виктора Степаненко, а также электрогазосварщика Владимира Тараева. Национальные целевые программы, государственные приоритеты и тем более финансовые потоки традиционно обходят ее стороной. И несмотря на это, она отличается поразительной живучестью и продолжает процветать в местах своего скопления. Она – это культура, богатая и вместе с тем бедная. Такое возможно только в России. Дом культуры Якутия в поселке Серебряный Бор – это, говоря языком рекламы, 3 в одном. Собственно, дом культуры со всевозможными кружками и творческими коллективами, дом детского творчества и библиотека номер 3.
Открытая без малого 30 лет назад, она кочевала из общежития в общежитие, почти 10 лет обитала в здании медицинского училища, в общем, сменила 5 разных мест пребывания. А летом 2004 года переехала в Дом культуры, где благополучно живет и по сей день. Просторный читальный зал, отдельное книгохранение, кабинет экологической информации и просвещения, фонд в 27 тысяч экземпляров, почти 2500 постоянных читателей. Такими показателями вряд ли похвастает еще какой-нибудь филиал Нерингринской центральной библиотеки. Более 10 лет коллектив, сегодня здесь 3 сотрудника, 2 с высшим образованием, остается верен основному направлению в работе библиотеки. Собранный материал по экологической теме должен помочь читателям научиться любить и беречь природу своего края. А в 2005 году работа библиотека в области экологического просвещения населения была оценена по достоинству на республиканском конкурсе. С 1993 года наша библиотека работает по направлению экология. За эти годы мы пришли к выводу, что экология – это основная тема, и тема такая серьезная, которая волнует не только жителей нашего поселка, но и жителей всего мира. Значит, за эти годы мы поняли, что наши учащиеся старших классов имеют доступ к литературе по экологии только в библиотеке. И поэтому мы приложили все усилия для того, чтобы создать библиотеки, экологический центр. С 2000 года наша библиотека работает по программе «Серебряный бор» экологического направления. И в 2003 году мы приняли участие в конкурсе в республиканском по смотру библиотек по экологическому образованию. Мы заняли дипломное место, и нам был вручен, сканер и компьютер, чего у нас не было. И после этого, нам разрешили на базе библиотеки открыть Центр экологической информации и просвещения. Лицо любого дома культуры – это сцена, а лицо сцены – талантливые люди, благодаря которым компактный и уютный зал практически никогда не пустует. Количество концертных, конкурсных и развлекательных программ, проводимых здесь, достигает 100, а иногда и более в год. Среди наиболее интересных культурных событий поселка Энергетиков – конкурсы «Семья года», «Лучшая мама», «Рыцарский турнир» и, разумеется, народные гуляния «Проводы зимы», в которых участвуют все предприятия Серебряного бора. При организации мероприятий коллектив творческих работников тесно сотрудничает с 4-й детской музыкальной школой и со средней школой номер 14. Кроме того, администрация поселка и его глава Владимир Малышев традиционно поддерживают все задумки сотрудников Дома культуры. За последние годы коллективу удалось существенно, насколько это возможно при скромном финансировании, конечно, укрепить свою материально-техническую базу. Заработал индивидуальный тепловой пункт, была модернизирована система вентиляции, запущена пожарная система речевого оповещения, закуплена компьютерная техника, новое световое и звуковое оборудование для зрительного и диско-зала. Кроме того, сценический реквизит заметно пополнился новыми костюмами и париками. В Доме культуры Якутия постоянно занимаются со своими преподавателями как детские, так и взрослые коллективы. Вокальная группа «Надежда», участники, а вернее участницы которой, ко всему прочему, являются и внештатными распространителями билетов. Танцевальный коллектив «Экспромт», театральный кружок «Лицедей», детская вокальная группа «Поющий ручеек». А вот еще одно хорошее начинание, вернее, подзабытое со времен существования Союза, но заслуживающее внимания традиция – курсы кройки и шитья для детей и взрослых. Правда, название «Я шью сама» может у представителей сильного пола отбить желание стать вторым Юдашкиным или Карденом. А в целом это хорошая замена канувшим в лету урокам труда и домоводства. В нашем Доме культуры работает небольшой, но очень дружный творческий коллектив. Особенно мне бы хотелось отметить нашего балетмейстера Рыжкову Татьяну Михайловну, руководителя танцевального ансамбля «Экспромт», а также режиссера нашего коллектива Ольгу Викторовну Богомазову. Она ведет театральный кружок «Лицедей». А также у нас есть 2 вокальные группы. Вокальная группа пенсионеров «Надежда», руководитель Нюхалов Виктор Иванович, и детская вокальная группа «Поющий ручеек», руководитель Назарова Мила Львовна. И, наверное, только в нашем ДК есть курсы кройки и шитья «Я шью сама», руководитель Кушнир Куляша Бергалиевна. Наш коллектив очень дружный и работает с энтузиазмом и с оптимизмом смотрит в будущее. Говорят, у детей нет ни прошлого, ни будущего, но зато, в отличие от взрослых, они умеют пользоваться настоящим. Воспитанники лыжного клуба «Снежинка», что в поселке Энергетиков, успевают не только наслаждаться любимым видом спорта, но и участвовать в различных соревнованиях и даже привозить награды самого высшего достоинства.
Клуб «Снежинка» был создан 20 лет назад лидером лыжного движения Серебряного Бора Федором Ахметшиным. Кандидат в мастера спорта СССР, награжденный знаком за развитие физической культуры и спорта республики, он сам, во-первых, глава семейной лыжной династии, воспитавший мастера спорта России по лыжным гонкам Руслана Ахметшина, участника отборочных и финальных соревнований чемпионатов мира и Европы. А во-вторых, бессменный тренер для 30 ребят. Среди них неоднократные призеры и победители республиканских, дальневосточных и всероссийских соревнований. Последние громкие победы спортсмены привезли в ноябре из Алдана, где проходил чемпионат Якутии по лыжным гонкам. В этом году, по сравнению с прошлым годом, мы более серьезнее отнеслись при подготовке к предстоящему сезону. Надеемся, что вот в предстоящих соревнованиях 4-5 в городе Алдане, гонка сильнейших, выступим, удачно, думаю. Моя надежда, конечно, это Грачев Сергей, Денисов Руслан, Величко Люба. Думаю, остальные тоже не подведут. Тупицын Николай, Величко Василий, Нитбайлов Сергей. Надо отметить, что летом юные спортсмены времени даром не теряли, а провели неплохую подготовку в спортивно-оздоровительных центрах Бородино, что в Красноярском крае, и Благовещенска на специальной лыжероллерной трассе. Впрочем, на 7-километровую трассу в Серебряном Бору тоже грех жаловаться. Готовится она снегоходом «Буран» и специальным оборудованием. Параллельно ведутся занятия и в Нерюнгри, где по улице Чурапчинской не так давно было открыто отделение лыжных гонок от детско-юношеской спортивной школы «Богатырь». Также в этом году при непосредственном участии коллектива открытого акционерного общества «Нерюнгри Энергоремонт» было закончено строительство лыжной трассы длиной 3 километра. Кстати, все затраты, связанные с поездками на соревнования, а также по ремонту помещения, техники, приобретению спортинвентаря, берет на себя основной помощник клуба – открытое акционерное общество «Нерюнгри Энергоремонт» и его генеральный спортсмен, то есть директор Михаил Деревяшкин. Заметим, что как спортсмены, так и тренеры Олимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону, год назад проводившие здесь учебно-тренировочные сборы, неплохо отзывались о качестве наших трасс. Это, конечно, воодушевляет, но чем восторженно встречать олимпийцев на южно-якутской земле, не лучше ли начать самим поставлять в национальную сборную талантливых и перспективных лыжников? Ведь для этого у нас есть все предпосылки и климатические условия. Странная штука юбилей. Твоя жизнь вдруг становится биографией, а работа превращается в славный трудовой путь. Доска почета, благодарственные письма и грамоты – тоже неотъемлемый атрибут праздника. А вот юбилей предприятия или, скажем, поселка – это уже праздник для всех. Хотя и здесь без подарков не обходится. С тобой мы привыкли гордиться и везде повторяем слова. Самый круглый юбиляр ноября, а может быть и всего уходящего года, Чульман праздновал свой 80-й день рождения скромно и без лишней помпезности. Хотя историческая справедливость должна восторжествовать. Этот поселок молодому Нерюнгри в прадеды годится. Наверное, подобное же чувство испытывает коллектив Нерюнгринской ГРЭС по отношению к Чульманской станции, а ныне ТЭЦ. Энергетика Южной Якутии зарождалась тоже именно здесь, почти 45 лет назад. Никакого Нерюнгри, Серебряного Бора, а Нерюнгринской ГРЭС и подавно тогда не было. А были люди, обещавшие к красной дате календаря, 7 ноября 1962 года, запустить новую Чульманскую ЦЭС. И запустили. От имени Совета ветеранов Чульманской ТЭЦ поблагодарить руководство Нерюнгринской ГРЭС за предоставленную возможность отметить сегодня здесь 80-летие поселка Чульман. Не просто и не только чульманцев, а чульманских энергетиков вспоминали и поздравляли их нерюнгринские коллеги на праздничном вечере в честь юбилея. Поздравляли и награждали грамотами Нерюнгринской ГРЭС и администрации Чульмана. Правда, никто из руководства поселка на мероприятии так и не появился. Так что обескураженный данным обстоятельством директор Нерюнгринской станции Олег Тарасов все награды и подарки вручал сам. Южную Якутию, я думаю, невозможно представить без Чульмана. Я, конечно, с трудом представляю, что здесь было 80 лет назад. Наверное, где-нибудь там на берегу несколько домов, какой-нибудь там кордон,
как история описывает, поскольку Чульман-то и выполнял функцию заслона, так сказать, к российскому клондайку, который открыли в то время в Алдане. Чульманская ТЭЦ и сегодня остается одним из основных предприятий поселка. Сюда по-прежнему идет работать молодежь. Неудивительно, что на станции сложилось немало трудовых династий. Самые большие из них – Яценко и Соболевых, насчитывающие по 8 человек от рабочих до руководителей. Причем общий стаж каждой семьи почти 200 лет. Есть и другие династии, может быть, не такие большие, но не менее дружные. Князевых, Заусаевых, Рудых, Слепцовых, Шадриных, Басак, Колбиных, Зазыкиных и многих других. Дорогие ветераны, дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с нашим праздником поселка. Мы здесь вот собрались как раз отметить эту юбилейную дату. Ну и хочу пожелать Чульману процветания, развития, а жителям поселка мира, добра, здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Ну и чтобы сегодня на нашем вечере были такие радостные лица, счастья, улыбки. Спасибо. Очередной сезон в хоккейном клубе «Энергия» в поселке Серебряный Бор уже давно открыт. Помимо привычных тренировок и массовых катаний для всех желающих, корт обзавелся еще одной хорошей традицией. Он проводит игры между ветеранами хоккея и юными, но уже именитыми спортсменами. Наша последняя видеозарисовка об одной из таких игр. Особенность ее заключается в том, что кроме знакомых всех нерюнгринских лиц, там был примечен тренер женской сборной по биатлону Валерий Польховский. Попробуйте и вы, что называется, найти 10 отличий и угадать московского гостя в бравой ледовой дружине. Среди горячих новостей холодной зимы, не только приближающиеся новогодние праздники, но и еще одно знаменательное событие в жизни всех энергетиков Южной Якутии. Переход из-под заботливого крыла Якутскэнерго под крыло, надеюсь, не менее заботливое, дальневосточной генерирующей компании, а это уже Хабаровск. Вообще, сами энергетики уже успели окрестить данный процесс разводом. А при разводе, сами знаете, что главное, чтобы дети не пострадали. В данной интерпретации дети, очевидно, сотрудники энергопредприятий района. Это была программа «Энергия». До встречи и удачи!